число наших приоритетов входит развитие физической культуры и спорта. Мы строим современную спортивную инфраструктуру, конечно, при помощи наших социальных партнеров. При поддержке нашего партнера ПАО «Газпром» открыт действительно уникальный комплекс плавательный бассейн в городе Микум. Следующим этапом, конечно, мы хотели бы построить универсальный спортивный зал. В этом году откроет свои двери физкультурно-спортивный комплекс. Он будет оздоровительным в большей степени для населения, именно с бассейном в Сосногорске. Начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на базе комплекса «Динамо» в Сыктывкаре. Все большей популярностью у нас пользуются среди населения массовые мероприятия. И здесь нужно отдать должное особым результатам практически всех возрастных групп в возрожденном комплексе ГТО. Сегодня каждый третий житель республики регулярно посещает секции, спортзалы. Успешно проведенный в прошлом году чемпионат мира соединенных по русскому хоккею дал нам высочайшее право проведения в 2021 году, в год юбилейных торжеств, чемпионата мира по хоккею с мячом среди взрослых команд. Это действительно будет феерическое событие. Для нас это большая честь и ответственность. Готовясь к этому масштабному событию, республика обязана построить современный крытый ледовый дворец на 5000 зрителей. Этот дворец в последующем будет использоваться в качестве многофункционального спортивно-досугового центра. Я особо хочу поблагодарить нашу команду «Строитель», потому что она является флагманом в развитии нашего любимого вида спорта русского хоккея. И правительство в этом году приняло решение возродить в Сыктывкаре спортивную школу Олимпийского резерва по хоккею с мячом. И вы посмотрите, хоккея с мячом на большом уровне уже не было лет 40. И через ровно 40 лет у нас планируется чемпионат мира. Это очень достойно и очень престижно проводить его здесь, в республике.